То есть цирк — это, можно так сказать, отдельная планета. Не каждый поймет эту специфику, не каждый поймет, даже элементарно, если взять нашу терминологию, да, не каждый поймет суть работы, в чем заключается. Например, вот у нас в цирке основной двигательный аппарат, вот ядро самого цирка — это сами артисты. То есть без артистов нет никакого движения, нет никакого, то есть нет цирка без артистов. Это в первую очередь как бы нужно взять на заметку. Вот. И так как я сама являюсь артисткой цирка с малых лет в цирке, знаю всю специфику цирка изнутри, побывала во многих странах, видела, как другие цирки работают, развиваются. Также я работала именно в административной части, в менеджерской части. То есть я знаю именно вот в специфике цирка абсолютно все. И от этих побуждений вот наш коллектив сделал такие выводы. Я всегда ставлю перед собой задачу и определенные сроки, когда я должна выполнить именно поставленную задачу мне. То есть не должно быть такого, что дай Бог мы сделаем, дай Бог все получится. Конечно, это хорошо, но тем не менее в каждой работе нужно четко ставить задачу, четко ставить определенные сроки и нужно выполнять поставленные цели и задачи, то есть достигать и выполнять. В общем и в целом задача такая, чтобы вернуть лидирующие позиции нашему цирку, вдохнуть новую жизнь нашему цирку, внести в нашу культуру именно это искусство так, чтобы это все вернулось как в советское время, но при этом, то есть вложить что-то новое, как говорится, вот все хорошее — это старое, забытое старое, да? Вот, нам нужно это все вернуть, но при этом добавить что-то новое, что-то свое, то есть более усовершенствовав это все. В первую очередь, конечно, сплотиться с коллективом, и нужно работать как одна целая команда. Затем создать все условия для артиста. То есть в это входит и ремонт цирка, и, конечно же, в первую очередь нужно разобраться во всей документации, именно вот анализ движения финансовых средств. То есть мы должны понимать, то есть я должна понимать, сколько зарабатывает цирк, куда уходят эти деньги, потому что по сей день все время мы слышали: денег нет, денег нет. Вот. На самом деле можно очень, то есть искать инвесторов. И подготовленная наша программа, то есть ту программу возродить, которая могла бы ставить свои хорошие выступления, и именно качество можно привлечь самих зрителей. Зрители — это, конечно же, тоже хорошая прибыль для самого цирка. В первую очередь нужно разобраться во всех бумагах, потому что конкретно нигде никто не показывает бумаги, на какой длительный срок они заключили договора, как это предусмотрено именно законодательством, именно юридически, да, то есть надо это во всем разобраться. И, конечно, это неприемлемо, то, что вот в таком культурном учреждении, да, вот вечером происходит такое, то, что люди там, ну, выпивают, развлекаются, да, и вокруг, я не знаю, что там происходит. Министерство культуры действительно готово помочь в этом. И в дальнейшем можно привлекать инвесторов именно за счет рекламы, например. Да? Вот вы, наверное, немало сталкиваетесь, вот именно у нас в стране многие компании финансируют определенные мероприятия, определенных спортсменов, определенные фирмы, допустим. Да? Профессиональная цель — это нести именно кыргызское цирковое искусство достойно. На самом деле я работала именно в административной части. Я вот в начале интервью начала как раз-таки с этого. В административной части на протяжении 4 лет, получается, с 2005 по 2009 год в Германии я проводила именно международные цирковые программы.
вся документация проходила через меня, то есть менеджерская и административная часть, то есть всю эту часть я знаю именно в цирковой сфере, именно вот в этой сфере я работала.